Шестой православный съезд молодежи Якутии проходил под девизом «В память вечную будет праведник» и посвящен 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Вениаминова. Крупнейший молодежный форум республики проводился уже во второй раз в городе Нерюнгри. Делегатами съезда были студенты, учащиеся старших классов и работающая молодежь республики Саха-Якутия. По традиции форум начался с молебного пения в храме Казанской иконы Божией Матери. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых, святителя Иннокентия, митрополита Московского, просветителя Сибири, Америки и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. В Большом зале Южно-Якутского технологического колледжа участников православного съезда приветствовали почетные гости. Архиепископ Якутский Ленский Роман в своем приветственном слове обозначил главный посыл начинающейся работы – рассказать самое важное о святителе Иннокентии и ответить на вопрос, чем ценен его пример для молодежи в наши дни спустя 2 столетия. Святитель Иннокентий для Якутии – это знаковая, яркая личность, которая символизирует новый этап развития духовной жизни в Якутии и в целом развития Якутии. Стоит только вспомнить, что первые книги на якутском языке в Якутии – это заслуга святителя Иннокентия и так далее. Это можно перечислять бесконечно. О такой знаковой личности, конечно, должна знать молодежь. Конечно, должна знать молодежь. И мы попытаемся в течение этих 2 дней доступным языком, простыми образами и доступной информацией донести это знание о святителе Иннокентии для молодежи Якутии. Значение подобных съездов для молодежи всегда определялось как возможность обрести новые знакомства, обменяться опытом в социальной работе, обогатиться духовно и нравственно. Об этом в своем приветственном слове напомнил глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. Жизнь, часть она духовная, часть спортивная, часть производственная, она слагается вот в такую хорошую, благоприятную, значит, для всех нас среду. И в первую очередь это, конечно, наша молодежь. И вот то, что происходит, то, что съезд начал работать вот именно в городе Нерюнгри, это, конечно, отрадно вдвойне. Спасибо, конечно, всем, кто принимает участие в этом съезде, всем гостям, которые приехали со всех уголков Якутии. Также приветствовал гостей съезда глава города Нерюнгри Леонид Олейник, отметив, что для города и жителей данное мероприятие поистине важно, и призвал молодежь совершать только добрые дела. А руководители угледобывающих предприятий компании «Колмар» Артем Левин и компании «Якут-Уголь» Игорь Хафизов отметили, что будущее развитие района зависит только от подрастающего поколения. Очень приятно, что город Нерюнгри уже стал площадкой второй раз именно по съездам молодежи Якутии. Почему? Потому что молодежь это наше будущее. Молодежь это, наверное, та часть населения, на которую будет опираться и семьи, на которую будет опираться государство. Для нас, конечно, это очень важно. Гости, приехавшие на якутскую землю, были впечатлены организацией съезда и гостеприимностью жителей республики. Для кого-то этот визит стал первым. И своими впечатлениями с нами поделился гость из Ростова-на-Дону протоиерей Данил Азизов. Наконец-то я приехал сюда, на якутскую землю, и в первый день я был сражен тем, что Якутия это, конечно, холодное место, где море снега, где очень холодно, но очень ощущается тепло этих жителей, которые здесь живут. Они дарят тепло, они гостеприимные, они радушные, и это, конечно, это вот какой-то делает баланс между вот этим вот природным явлением и явлением людей. Это замечательно. Я могу сказать, что Якутия теперь для меня будет всегда с одной приставкой – моя Якутия. По благословлению владыки Романа был дан старт большой работе съезда. В этом году он был ориентирован не только на социальные программы, как это было ранее, но и предусматривал беседы о будущем молодого поколения. И в этом направлении вели работу такие гости, как Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», и диакон Виктор Свистунов, руководитель межвузовского студенческого объединения «Синергия». На самом деле наше студенческое объединение «Синергия» является уникальным для всей Русской Православной Церкви, потому
потому что такой постоянно действующей массовой площадки студенческой нет во всей РПЦ. Для университетов это тоже уникальный проект, потому что, во-первых, он абсолютно открытый для взаимодействия, во-вторых, он сочетает в себе образовательный элемент, воспитательный и просветительский в единое целое. Таких проектов, которые бы сочетали все три компонента в единое целое, неразрывно, гармоничное единое целое, в принципе, я не встречал, коллеги не встречали. На протяжении первого дня реализовывалась насыщенная программа съезда, составленная специалистами Южно-Якутского технологического колледжа. Около 100 участников, разделившись на команды, приняли участие в мастер-классах и социальных квестах, в рамках которых перед ребятами ставились разные задачи. Тишина, темнота и повзрослевшие. Эти названия для квестов были выбраны не случайно. Квесты были посвящены проблемам людей с ограниченными возможностями, то есть людей с проблемами опорно-двигательной системы, по слуху и по зрению. Эти квесты были направлены на то, чтобы обычные люди, здоровые, могли понять проблемы людей с инвалидностью, для того, чтобы они больше к ним приблизились, для того, чтобы не просто их поняли, а для того, чтобы у них возникло желание и понимание к этим людям, желание, чтобы с ними общаться, и понимание к их проблемам. Почему слышащим людям так сложно понять глухого человека? Если на минуту представить, что мы ничего не слышим, наша память все равно будет воспроизводить звуки, пусть даже только в голове, которые с детства нам были слышимы. Это трудно осознавать, но именно поэтому мы никогда не сможем понять глухого человека. И прожить несколько минут в беззвучии предстояло ребятам, посетившим квест «Тишина». Также воспринять мир абсолютной темноты и хотя бы немного понять незрячего участникам предложили в комнате под названием «Темнота». Я думаю, мы справились с заданиями, впечатления вообще. Мне очень понравилось, заряд такой эмоций, таких, знаете, это очень странно, когда ты ничего не видишь и так раздирает интерес просто самой посмотреть, что это, где мы вообще. И мне очень, на самом деле, понравилось. Спасибо огромное. Двигаясь дальше, ребята посетили квест под названием «Повзрослевшие», где им предстояло всего лишь на некоторое время перенять на себя все тяготы жизни человека с ограниченными возможностями. Квест «Повзрослевшие» направлен на мониторинг самой ситуации, связанной с реализацией программы «Доступная среда». Это одно из направлений. Входит он в состав социального проекта с таким же одноименным названием, который был проведен в прошлом году в рамках «Весенней Лиги добра». А сегодня мы поэкспериментировали над возможностью человека зрячего донести до человека незрячего какие-то свои мысли, какие-то образы, эмоции, для того, чтобы человек незрячий смог почувствовать себя абсолютно равным человеком в этой ситуации и понять смысл того, о чем говорил с экрана. Что вам рассказывали или твой человек, который был твоим напарником, что он тебе говорил, какую картинку у тебя представлялась в глазах? Она мне рассказывала про то, как люди меняются, про то, как они становятся хуже и хуже. Они сквернословят, мусорят и обращаются плохо с другими. Я сразу представила два человека, которые общаются, и один с ограниченными возможностями, а другой обычный человек. И как один унижает другого. И как-то стало сразу грустно, потому что такое, правда, есть в жизни, это не только картинки, оно существует, эта проблема есть, и как-то надо ее решать. Первый день съезда предусматривал не только социальную программу, но и спортивную. Первая группа посетила бассейн, где для ребят была организована развлекательная программа, а кто-то набирал баллы в общекомандном зачете, проходя полосу препятствий. Тема молодежи всегда была актуальна, потому что это тема будущего. Мы живем в настолько нестабильном и сложном мире, что единственный способ быть ко всему готовым – это постоянно учиться. И на второй день работы съезда гость из Москвы Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий», рассказал, как можно правильно пользоваться всеми благами современного мира, и совместно с участниками создавал человека будущего, которым совсем скоро они и станут. Это проект, направленный на профессиональную ориентацию, в первую очередь, школьников, на их выбор, школьников и молодых студентов, на их выбор профессии, профессиональной дороги, профессионального пути.
поскольку мы видим, что мир сильный и очень быстро меняется, людям нужна помощь в этом. А почему здесь? Потому что эта тема касается буквально всех, потому что практически всем, независимо от того, происходит там, с семинаристом или это происходит с простым школьником светским, эта тема касается буквально всех, и это подспорье в выборе, да, то есть это не инструкция, куда нужно идти работать, а некое подспорье, чтобы люди задумались и увидели какие-то перспективы. На протяжении 2 дней участники 6-го епархиального съезда принимали самое активное участие во всех организованных для них мероприятиях. А заключительная встреча и принятие резолюции съезда православной молодежи Якутии состоялась в стенах Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Продолжением торжественного собрания стала церемония награждения тех, кто отложил свои производственные дела и помог встретить приглашенных с многочисленных регионов республики. Ведь чтобы достойно принять почетных гостей и участников такого масштабного съезда, требуется немало сил и средств. Я в первую очередь хочу выразить слова благодарности нашему владыке Роману за то, что уже 2-й раз в городе Нерюнгри проходит такое важное мероприятие для молодежи Якутии. Хочется выразить слова благодарности всем, кто приехал из Якутии, из северных улусов, с города Якутска, с Мирного, с Ленска. Мы очень рады были гостям, и все прошло на высоком уровне, конечно же, в первую очередь благодаря Ирине Юрьевне Подмосковой, главному нашему организатору, помощнику и доброму христианину. И действительно, Нерюнгринский район уже не первый раз встречает гостей со всей республики. Положительный опыт прошедшего ранее 3-го епархиального съезда молодежи Якутии дал понять, что проведение таких встреч необходимо для духовно-нравственного воспитания молодежи. И у нас есть тот опыт, которым можно поделиться. Безусловно, мы не повторились. Это раз. Почему повторение в этом смысле показатель нехороший? Да потому что мы же живем, жизнь идет вперед, меняется ситуация, меняется окружающий нас мир, и, соответственно, мы подстраиваемся под решение тех насущных проблем, которые встают. И если мы увидели эти проблемы и постарались помочь молодежи преодолеть их или научиться их преодолеть, это очень правильно, и в этом смысле есть добрые перемены. Участники съезда и приглашенные гости остались довольно обширной программой съезда, ведь были реализованы различные направления, которые пойдут на пользу каждому. Мы ставили перед собой цель молодежи дать знания из области православной культуры, знания современных специалистов в области будущего. И программа исполнена. Я очень доволен, что также значительная часть нашего съезда была посвящена социальной теме, социальной проблематике. Мы пробовали предложить ребятам проникнуться заботой и любовью к тем людям, которые страдают от недугов или страдают в результате болезней, те, кого мы называем людьми с ограниченными возможностями. После слов благодарности от владыки Романа на сцене культуры и духовности имени Пушкина выступил ансамбль «Ихтис», который стал уже постоянным гостем Якутской епархии. Финальная песня «Вера наша» была исполнена в унисон со всем зрительным залом. 3, 4. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Теперь без меня. 3, 4. Вера вечна, вера. О, и не меньше, только так. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Сердце Боже волю снажи, кое ж от неба.
святых цара, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.